Тарго, Шали, Ведено, Гудурмес. У каждого чеченского села есть свой день, когда воздух становился тяжелым, как свинец. У Цоци-Юрта это день апрель 1919 года. Белая армия генерала Деникина шла по Чечне, как огненная буря. Жгли села, карали непокорных за непокорность. Но на их пути оказалось маленькое гордое чеченское село Цоци-Юрт. Против белых войск стали мюриды шариатского полка. Более 370 человек из Цоци-Юрта, Курчелоя, Шали и Гилдагана. Их поддерживали жители села Цоци-Юрт, все, кто мог держать оружие в руках. Против них опытные части ВСЮР под командованием генерала Драценко. Силы были несопоставимы, но дух несравним. Когда начался бой, земля дрожала, будто сама считала удары сердец тех, кто поклялся: мы не отступим, свобода или смерть. И они сдержали свою клятву. Защитники Цоци-Юрта держали за каждый метр, за каждый камень, будто вместе с ним держалась судьба их детей. Ни один человек из Цоци-Юрта не поднял белый флаг. Никто не попросил пощады. Они бились до последнего дыхания, до последней капли крови. Деникинцы захлебывались от этого сопротивления. Но после долгого боя, понимая, что сломить дух горцев невозможно, они сожгли село дотла. То, что не смогли взять силой, уничтожили огнем. По разным оценкам, в этот день погибли сотни чеченцев, до 700 человек. Большинство защитников Цоци-Юрта пало на своих позициях. Их не взяли в плен, потому что ни один из них не сдался. Сегодня на окраине села Цоци-Юрт стоит мемориальная башня. На ней высечено: защитникам Цоци-Юрта, павшим за честь и свободу своего народа в бою с деникинцами в апреле 1919 года, павшим не плененным, не ушедшим в бегство, павшим, потому что дрались насмерть. Цоци-Юрт стал символом того, что маленькое селение может быть выше целой империи, если в его людях живет дух. Империи проходят и исчезают, а память о тех, кто стоял до конца, насмерть, остается навсегда. Посвящаю защитникам Цоци-Юрта. Да будет доволен вами Аллах, а мы будем помнить вас вечно.